Вот у меня есть книга, которая, собственно, описана замалчивание сионистского истеблишментом, истребление евреев в Европе, собственно, сионистским истеблишментом западными державами. Эта книга издана примерно, ну, где-то лет 30-35 назад. Вот. И, понятно, сегодня ничего такого не могло бы быть. Это исследователи, да, из религиозного еврейства, из Харидим, собственно, подняли архивы, подняли множество тут ссылки, собственно, колоссальное количество ссылок. И тут подробно рассказывается о заявлениях советского правительства, в котором говорилось о массовом истреблении евреев. В частности, заявление про Баби-Яр. Так, вот тут вот. Начиная с 30-й страницы идет подробное освещение заявлений советского правительства об массовом истреблении евреев. Начиная с того, которое последовало за истреблением Баби-Яру, и последующее. Ну вот, кто знает еврейские буквы, видим, написано Молотов. Так, видим даты, да, которые, значит, тут заявлений. Конец 41-го, январь 42-го года, так. Значит, и как это замалчивалось западными державами и прессой в Палестине, сионистской прессой в Палестине. Замалчивалось, совершенно иначе все освещалось. Это, собственно, и было начало того, что называется на иврите Гакхашата Шоа, а по-русски отрицанием нацистского геноцида. Я это слово вообще оперативно не хочу употреблять, которое говорю, что мы не должны его употреблять. Вот. Баби-Яр. Так. После этого было заявление советского правительства. В этой книге, еще в одной книге, которая у меня есть, ну, я вообще, можно удивляться, какая свобода все-таки слова и исторических исследований была в Израиле вот много десятилетий назад. Это просто можно изумляться. Сегодня можно изумляться. Значит, там тоже приводилось 3 линии шло отрицания нацистского геноцида. Значит, заявление советского правительства – это большевистская пропаганда. Заявление польского правительства в изгнании, которое сидело там еще, то панской Польшей, ну, с которым Сталин на первом этапе там, да, имел соглашение. Значит, от них поступали сигналы, что идет массовое истребление еврейского населения. Но это и для польских фашистов было слишком. Это для всех было слишком, кстати, даже для всех европейских фашистов. Кроме нацистской Германии, режимы и Италии, и Испании, они не только не сотрудничали в поголовном истреблении евреев, они даже, ну, как могли, где-то помогали против этого истребления. Так. Кстати, если институт Яд Вашем вот дает звание праведников, безусловно, надо... Ну, под нацистской оккупацией, правда, тут да. Но, тем не менее, Франко пропустил 60 тысяч евреев через Пиренеи, не особо копаясь документами. Они в конечном счете оказались в портах Португалии, и кто где как-то разошлись, ну, в общем, помог спастись. Так. То есть поголовное истребление людей ввиду их какого-то биологического происхождения, это было слишком для всех. Слишком для всех. И слишком для польского правительства в изгнании. Они сигнализировали о том, что происходит. И были свидетельства, на миллионы людей есть единицы уцелевших всегда. И кто-то огородами пробрался до Швейцарии, где-то начиная с конца 42-го года уже, и, собственно, и сказать, из евреев, которые присутствовали там, видели, как это происходило. Значит, все это была большевистская пропаганда, естественно, советского правительства. Это была славянская сентиментальность польского правительства в изгнании, и это была еврейская мнительность тех, кто, значит, уцелевший от истребления, добрался, значит, те, кто добирались. И это были, собственно, официальные ответы западных держав на вот эти сигналы. Так оно происходило. Хотя они имели свои спецслужбы, конечно, они имели свои источники информации, точно так, как советское правительство имело на советской оккупированной территории свои источники информации. И тот факт, что происходит поголовное истребление еврейского населения, советское правительство опубликовало уже осенью 41-го года и последующих несколько месяцев. Ну, собственно, как бы и все на этом сказано. Раз оно происходит, так оно происходит, да? Сообщили, довели до мира. И соответствующим образом действовали, да, как, собственно, вот
Александр Стефанович, значит, изучает в документах, да, и спасение советских граждан. Советских граждан не делили по национальностям, и называлось спасение советского населения на оккупированных территориях, что, естественно, включало и, насколько можно, спасение евреев. Вот. Такая была большевистская пропаганда. А западные державы, они, собственно говоря, держали кулаки истреблению евреев, а сейчас пляшут на костях убиенных 3 поколения назад, развивая дефамацию уничтоженного в холодной войне Советского Союза, путем внутренней, необычайно разросшейся 5-й колонны, естественно, перерождения руководства и т.д. Вот, но все же в результате совершенно конкретных целенаправленных действий, в общем-то, уничтоженного. И они это сегодня используют против России. Я вам даже вот так скажу, спрогнозирую. Пройдет какое-то время, да, вот уже прошло, и уже практически никто не знает, кто же бомбил там Японию, Хиросиму. Да, они идут в этом направлении. Вот также они поступят и с этим вопросом, и мы с вами узнаем. Сейчас вот они уже говорят, это, блядь, Советский Союз спровоцировал эту войну. И через какое-то время мы с вами узнаем, что это Советский Союз евреев уничтожил. Нет, так они откровенно говорят, что Советский Союз уже вместе со Сталиным развязали Вторую мировую войну. Вот. Но надо сказать, что... будет то же самое, то же самое. Как сказал мудрейший из царей Эмес Меерец Тицмох. Правда произрастает из-под земли. И все же у нас не маленькая часть мира союзное государство, и мы должны как можно больше действительно повторять историческую правду. Мы должны знать, что у нас масса союзников. Даже на коллективном Западе здравомыслящих людей никто не может извести под корень. Тем более при нынешних трендах, когда насаждается вся содомия и это, а воспроизводятся-то здравомыслящие люди. Детей-то они рожают, так? Вот. Ну, у здравомыслящих больше рождается детей, чем у осатаневших, скажем так. Поэтому нам очень важно повторять и повторять эти исторические факты. То есть сейчас они шельмуют отрицанием геноцида евреев, именно, значит, тех, кто еврейство. А они держали кулаки. Кстати, на этой цифровой истории интересный момент. Там был историк Артамонов такой, приехал с ними. И я с ним имел короткую беседу в перерыве. И он сказал в рамках своего короткого выступления, что надо разобраться с ролью союзников. И отметил, что союзная авиация в геноциде евреев, да, пассивной ролью, союзная авиация долетала до тех мест, где находились фабрики смерти, расположенные в Польше. Они бомбили завод каучуковый, находившийся, собственно, на небольшом расстоянии от фабрики смерти в Биркенау, Аушвице, и ни одна бомба не упала на фабрику смерти. Я к нему потом подошел, и я ему рассказал одну историю, которую я хочу тоже рассказать, значит, сейчас тут в эфире в этом контексте. Я ему говорю, что союзники, вы сказали, равнодушно наблюдали, значит, ну, они равнодушно наблюдали, но они не публично держали кулаки этому делу. Значит, был такой выдающийся человек, Равин Вайсмандель, который во время нацистской оккупации в Словакии, благодаря сбору денежных средств, собственно, и ведению очень искусных переговоров с местными эсэсовцами, сумел вкупе с еще некими факторами, которых он не знал, и которые, собственно, мы можем свести воедино, сопоставив различные публикации. Значит, нацистское правительство Словакии, они потребовали в какой-то момент посмотреть, где находятся выселенные на востоке их бывшие граждане. То, что я сказал, что для всех фашистов поголовное истребление людей по биологическому происхождению, оно было слишком для всех. Они потребовали посмотреть, где они находятся на востоке. И им сказали, что никак посмотреть нельзя, идет война и т.д. Они говорят, мы, ребята, храбрые, говорят, ну где же они же? Они же там это самое, ну, они же не в окопах сидят против Красной Армии. А мы готовы подъехать хоть по фронтовой линии. Но все-таки это наши бывшие граждане. Мы хотим посмотреть, как их перевоспитывают, так сказать, крестьянским трудом. О чем давно мечтали благоверные словацкие католики. Как вот жидовство
заставить рыть землю лопатой, носом и всяким другим. Мы хотим посмотреть, как это происходит. И нацистское руководство сказало, что нет, ну, никак возможности нету, ну, как ты посмотришь на тех, кто уже давно превратились в пепел, да, посмотреть никак нельзя. И они сказали, ну, тогда раз мы не можем посмотреть, все-таки мы тогда как-то пока прекращаем соучастие. И, собственно, до 1944 года истребление евреев в Словакии отложилось, пока уже на всем этом венгерском регионе, так, сама Венгрия была оккупирована, и тогда дошла очередь до последних словацких евреев. И сам раввин Вайсмандель, он, значит, сумел, тоже паре мужиков сказал, ограниченному количеству, все это сделать не могут. Молодые крепкие мужики, как он был тогда, взяли тоненькие пилочки, вот такого плана, как говорят, что японцы, да, эти японские ножи якобы произнесли эти самолеты 11 сентября, да, это самое. Особенно мне понравилось, говорят, что третий небоскреб через 6 часов свалился от пыли и осколков. 42-этажный небоскреб третий. Ну, так вот. От пыли и осколков валятся небоскребы в США. Они говорили от пожара. Хотя понятно. Я думаю, да, нет, от пыли и осколков я смотрел антиконспирологический ролик. Антиконспирологический. И там на полном серьезе было сказано. От пыли и осколков. Ну, от пыли и осколков даже ТЦ в Риге не валится. Не то что небоскреб. Короче, значит, вот пилочки пронесли пилки, пропилили пол и остались живы. Стали живы вот эти несколько мужчин, молодых, здоровых, спрятались у словаков. У словаков. И дальше он добрался на запад, он описывал, что происходит. Так вот, значит, он имел каналы связи какие-то, значит, чтобы почту переправить в Швейцарию. И вот где-то к концу 1943 года было ясно, что происходит в Освенциме. Он составил по тем, кто уцелевали, в Венгрии до нацистской оккупации евреев не трогали, в общем-то. И вот люди держали путь в Венгрию, и от них уцелевшие единицы, опять-таки, на миллионы, уцелевают не единицы, уцелевают сотни, да, так. Значит, он получил полную картину и послал, переправил, значит, на адрес еврейских организаций в Швейцарии, ну, соответственно, чтобы они союзникам передали, так, планы подъездных путей, по которым свозят евреев на истребление со Освенцимом. И вот этот нацист, который, значит, с ним там поддерживал контакт, там, тщетно ожидая, что последует какая-то сумма после первоначально собранных 50 тысяч долларов. Ну, терпение у нацистов было, там заброшенный такой регион, как бы, и вот. И словаки перестали евреев отлавливать. Короче, он пришел и говорит, а ты послал такое-то, такое-то письмо, сказал нацист. Мы его перефотографировали, и мы позаботились, чтобы оно пошло дальше, чтобы оно попало союзникам. Потому что сейчас, вот когда будет очень надо, но это уже конец 1943 года, мы будем какие-то войсковые эшелоны, там, ну, которые там раненых везут с Восточного фронта, какой-то. В общем, что нам будет очень надо, чтобы оно шло по защищенным, четко от бомбежки путям, мы пошлем по вот этой карте. Мы эту карту тщательно пересняли. Мы знаем, что там ни одна бомба не упадет. Так оно и было, да.